Так. В эфире ли я? Я в эфире. Раз. Как со звуком? Так. Так, со звуком я смотрю, все нормально. Итак, начнем. Сегодня 14 августа 2020 года. С вами снова я на канале Reality Орти Аслан, Арцуев Аслан. Рад всех приветствовать. Перейдем к вашим приветствиям и приступим. Так, Аслан Лорс, ассаламу алейкум умма, ва алейкум ассалам ассам, ашвой. Так, живе Беларусь, Владимир Рабинович. Артур Процан, живе вечно. Территория Март. Белорусам предстоят тяжелые бои с ОМОНом, какие были у украинцев с Беркутом. Возможно. Наталья, витаю всех адекватов в чате. Живе Беларусь, слава Украине. Героям слава. Так. Беларусь, живи вечно, говорит Грозный, это Джахар. Так. Киев с вами, ребята. Игорь Дунаенко. Дякую, Игорь. Территория Марта. Ассаламу алейкум всем. Алейкум ассалам. Рома Бахур. Белорусы это сила. Чинго. Ассаламу алейкум. Хоми телефон чаусарой. Ва алейкум салам. Чинго машвой. Так, Вова Кван. Сейчас белорусам скажут, что плохо стало жить из-за того, что с Рашей поссорились и подсунут прорашиста. И будет Белорусский федеральный округ. Мы очень надеемся, что такого не произойдет. Мы будем поддерживать всячески белорусов и будем надеяться на то, что Беларусь отстоит свою свободу и пойдет, наконец, в правильном демократическом направлении. Неравнодушный, ассаламу алейкум. Алейкум салам, неравнодушный. Так, Файтер Израиль. Всем салам, всех приветствую. Шалом, Файтер Израиль, приветствуйте. Аслан Грозный, ассаламу алейкум. Аслан, почаще снимаю ролики чат рулетки, мне нравится. Алейкум салам, Аслан Грозный. Буду снимать, просто не успеваю. Буду снимать. На лунный свет, ассаламу алейкум с Донбасса. Алейкум салам, лунный свет, Киевская Русь. Вітаю глядачів каналу. Не забудьте про вподобайки та репосты. Не забудьте про лайки и репосты, говорит Киевская Русь чат. Витает он зрителей канала. Спасибо, Киевская Русь. Дели Салам Ашходжинго говорит мне. Так, Басмач. Ассаламу алейкум, Асан с Казахстана. Ва алейкум салам, Казахстан. Приветствую. Приветствую всех. Так, давайте, пока вот мы тут потихонечку собираемся, я вам хотел бы продемонстрировать одну очень интересную такую новость. Вы, наверное, про нее уже некоторые слышали, но ее, конечно же, нужно осветить, чтобы мы все о ней узнали. Взрывов домов в 1999 году, когда бенефициарами от взрывов домов стал Путин, Патрушев, Степашин и так далее, ФСБ, Россия в частности, и вот эта банда хунта ФСБшная, которая захватила власть в России. Теперь мы видим, пожинаем плоды того малодушия, беспечия, того бездействия, которые русские совершили и позволили Путину, убив своих же граждан, зайти на трон. Так вот, когда вот эта вакцина, когда коронавирус запустился, многие наблюдатели сделали вывод, предположение, что бенефициаром является Россия, что не Китай виноват, что команда военных ездила в Ухань,
буквально за несколько недель и месяцев до того, как там вспышка произошла коронавируса. Российские военные принимали участие в военных соревнованиях там ежегодных. И после этого произошла вот эта вспышка. Все говорили про Ухань там и так далее. Там замешано очень много кто оказался. И это не все просто так было. Сам коронавирус разрабатывался в Америке американскими, китайскими учеными. Потом американцы наложили запрет, потому что он считался очень опасным, этот коронавирус. И был запрет на дальнейшее исследование со стороны американцев. Коронавирус каким-то образом перевезли в Китай, там продолжили это обследование, но он оттуда не выходил. По крайней мере, он не уходил, как пандемия, не разошелся. Короче говоря, мы много писали, у меня на канале есть в разделе «Сообщество», там мои наброски по этому поводу, как я подозреваю и обвиняю Россию в этом коронавирусе. Ну и вот тут, помните, тогда я сказал, что тот, кто, если русские первые придумают антивирус к этому коронавирусу, то считайте, что это дополнительное подтверждение нашей правоте, что коронавирус запустили русские. И вот мы видим, весь мир тратит десятки, возможно и больше миллиардов долларов на то, чтобы придумать, изобрести эту вакцину. Уже на протяжении практически больше полугода идет усиленная работа по этому. Уже сколько? 8-9 месяцев разрабатывается вакцина всем миром. Но изобретают ее русские ученые, которые не могут даже своего инсулина изобрести, да, и делать этот инсулин. Отсталая, загнивающая Россия изобретает коронавирус. И даже Путин, говорят, испытал этот коронавирус на своей дочери. Возможно, это правда, что он испытал на своей дочери, но коронавирус, любой вирус, когда любое государство, которое использует бактериологическое оружие, это государство никогда не будет использовать его, не имея антивирус, потому что это самоубийство. Если вы применяете этот коронавирус, если любой вирус вы применяете против всего мира, то у вас должен быть антивирус. И только после того, как у вас будет на руках этот антивирус, вы можете уже угрожать этим вирусом, так как это равносильно тому, что поставить пистолет себе к виску, не имея антивируса, угрожать вирусом. Это равносильно, что поставить пистолет себе к виску, и здесь стоит ваш оппонент. Вы должны через свою голову застрелить этого оппонента. Это приблизительно то же самое получается. Поэтому, конечно, я допускаю с большой долей вероятностью, что коронавирус – это детище России, и антивирус существует. Конечно же, я не советую пока никому его применять, потому что неизвестно, что будет дальше, какую гадость, какую свинью подложил Путин и ФСБ всему миру. Можно сказать, что с коронавирусом практически победа над коронавирусом одержана. Но она не одержана над преступным путинским фашистским режимом в Кремле. И она не будет одержана, пока не будет решен вопрос и не будет произведен акт возмездия. Кстати говоря, это единственный раз, когда я призывал кого-нибудь физически уничтожить. Это Владимир Путин, который является преступником, который, как сообщил Майк Помпео, против России будет использована та же методика, которая была использована против иранского генерала Сулеймани. Я на прошлом своем стриме призвал своих друзей уничтожить Сергея Нечаева.
и максимально нанести урон посольству фашистской, бандпритону фашистской России. Я знаю, что очень сильно Сережа испугался. Сережа, не бойся, я гуманист. Я не собирался уничтожать тебя в физическом плане. И даже после моей смерти. И речь шла, чтобы все силы направить на то, чтобы уничтожить тебя политически и информационно. И, конечно же, если мы докажем твою вину, привлечь тебя к уголовной ответственности. Но это потом. Это будет потом. Сейчас речь идет о политическом и информационном уничтожении преступника, начальника бандпритона посольства России в Берлине. Так что не бойся, мочить тебя в физическом плане не будут. Не ссы. Так, давайте дальше. Перейдем к следующим нашим вопросам, моментам. Так, хотелось бы еще тут очень важно ответить один момент. Прошла демонстрация протеста. Как вы видите, у меня на заднем фоне флаг свободной Беларуси. Мы, чеченцы, ичкерийцы, демократы, поддерживаем Беларусь, поддерживаем ее в стремлении жить в правовом, демократическом государстве, где сменяемость власти является обязательным условием для существования государства. Поэтому наши товарищи, наши соратники в Вене провели акцию. Демонстрация протеста против диктатуры и полицейского произвола в Беларуси перед МИД Австрии, организованная белорусскими активистами. Вот вы здесь можете видеть наших товарищей с нашими флагами. И это мне очень нравится, что вот мы объединяемся. И только так мы можем выстоять. Белорусы, когда били украинцев, вы молчали, скажем так, в какой-то определенной степени. Когда били грузин, молчали украинцы. Когда били нас, молчали все остальные. И в этом наша беда. Мы свободные люди, свободные, цивилизованные, демократически настроенные люди должны однозначно быть вместе. И сегодня у меня тоже на канале, вы видели, я выложил фотографию наших товарищей, украинцев, ичкерийцев, белорусов и грузин. И это так вдохновляет. Славяне, кавказцы вместе начинают свой путь. Да, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И мы должны продолжить наше дело и обязательно победить, освободиться от оков фашистской России. Вот, если вы видите, здесь в руках плакат с кровью на лице, на губах тирана, узурпатора власти Лукашенко. Так. Живе Беларусь, как говорится. Да здравствует Беларусь. Поддерживаем вами, болеем за вас. Дай Бог вам удачи, успеха. Так, давайте немножко я отвечу на ваши вопросы, а потом мы перейдем к событиям, которые проходят в Беларуси. Там очень много есть избитых, есть погибшие, пролита кровь уже. Мы будем надеяться, что весь мир, западный мир, в первую очередь Америка и Запад, Германия, откликнутся на просьбу граждан Беларуси для того, чтобы эти выборы были не признаны и Лукашенко больше не был президентом, как его пытаются нам очередной раз тюхать. Он уже больше Путина там сидит.
Так, пойдемте к вашим вопросам и комментариям, и потом уже перейдем дальше. Так, перейдем дальше к другим темам. Так. Слава Вильна Ичкерий, говорит Игорь Максимов. Героям слава, дякую. Айдер Кремлы, Симферополь, салям достум. Валейкум салам, Симферополь. Айдер, приветствую тебя. Так. Все свободные люди это братья Рома Бахур. Совершенно верно, Роман. Кремлы Якуб. Салам Айдер. Так. Ичкерия Сила Бакар Исаев. Совершенно верно. Так, как найти? Ассаламу алейкум. Приветствую наших друзей. Ва алейкум салам. Как найти? Приветствую тебя. Файтер Израиль. Аслам, браво. Дякую, Файтер. Тода. Или Баркал. По-чеченски Баркал. Интерхунта. Витаю вас, Василий. Так, Интерхунта. Тоже я тебя витаю. Так. Ну, все вы уже тут, я смотрю, подружились. Андрей Калина, Аслан Плюсики. Так, приветствую всех. Прослушай мой голосовой. Ай. Ты это предлагаешь мне сейчас сделать? Сейчас это долго слушать, брат. Потом я послушаю. Я приблизительно понял, о чем ты говоришь. Так, не откликнуться, Асан. Европа це с низкой социальной ответственностью, говорит наш постоянный зритель Тор. Европа, она разная на самом деле. Мы не можем обвинять. Я... может быть, могу сказать что-нибудь на Германию, что-то, да. Но при всем при этом Германия очень разная. Здесь очень много принципиальных, умнейших, человечных людей на самом деле. И вся проблема в том, что вот агентура, деньги русские, ГБшные, ФСБшные, они здесь играют роль, а мы, люди, которые не имеем этих средств, да, всегда получаемся где-то на обочине, в какой-то степени. Но мы не должны быть на обочине, мы должны говорить о своих правах, мы должны говорить о демократии, мы должны говорить о законном праве людей на сменяемость власти, на деоккупацию страны, в конце концов, на геноцид, который русские совершили по отношению к чеченцам. И мы должны бороться все вместе и не разделяясь. Да, в какой-то степени Европа, каждая страна в Европе, да, мы говорим Европа, каждая страна в Европе преследует свои интересы, свои национальные интересы. Германия преследует свои. Например, провести вот этот газопровод Северный поток-2, ну, я считал, ну, это, ну, просто самым большим позором, который делает Германия. Такая Германия демократичная, осознавшая все свои ошибки, реально человечная, гуманная Германия проводит, ну, это просто убрать руку, схваченную, или, я не знаю, вложить топор в руку, может быть, Путина, провести этот Северный поток-2. Я это так видел. Если, например, Германия проводит этот поток, Германия выигрывает во всех планах, во всех. Но проигрывает очень сильно Украина. Ну да, сегодня Германия выиграла, сегодня Германия договорилась, допустим, с Россией. Но пройдет 10 лет, и Германия окажется тоже... Тот же депутат Федоров,
который говорит все, что ему приказывает его вот эти Путин и вот эта банда их, банда зла. Он говорит, что Германия, половина Германии это наша, говорит. Это он говорил у себя, как он говорил, что Украина это наша. Также Германия это часть России. И они на это рассчитывают. И они рассчитывают поставить свою власть здесь. И это угроза национальной безопасности для Германии. Только лишь поэтому я требую для себя охраны. Только лишь поэтому я говорю об этом. И если бы это было неинтересно Германии, я бы даже об этом не говорил бы, потому что это неинтересно было бы для Германии. Я предупреждаю Германию. Да, есть люди, которые зарабатывают на отношениях с Россией. Есть агентура, есть коррупция. Ну и в конце концов есть просто бизнес. У России есть нефть, у России есть газ, за который платят там бусами, зеркалами, разными какими побрякушками. Хотя эти побрякушки изобрести не хватает. Там, это Мерседесы и так далее, и так далее. Те же бусы или там какие-нибудь зеркала не могли индейцы изобрести. Тогда для них это тоже был как компьютер какой-нибудь. Поэтому Европа разная. Я очень уважаю Германию, я очень благодарен Германии, несмотря ни на что. И я вижу, что Германия будет защищать себя. Просто вот сейчас дошло до белорусов, да, до части белорусов, как дошло до украинцев. Вот так доходит, когда тебя припекает, когда это становится основной темой дня, мейнстримом, тогда люди начинают, патриоты, думающие люди начинают прикладывать больше усилий. Да, за Украину не хотят немцы прикладывать усилия. Какая-то часть прикладывает. Но когда это коснется Германии, оно коснулось, просто не все это поняли. Не все поняли. И сегодня убьют меня здесь, да, ну, убили какого-то там правозащитника, ну и что, он же чеченец. Если бы я был бы американцем, если я был бы арабом, если я был бы еще кем-то, и то, что я говорю, и то, что по отношению ко мне происходит, происходило бы, реакция была бы абсолютно другая. И в чем вина? Вина в том, что мы молчим, чеченцы. Да, мы устали, да, но права надо защищать всегда, всю нашу жизнь. А наши убитых права мы обязаны просто защищать, потому что над нами еще раз совершат это, понимаете? Если мы не будем об этом говорить и делать. Как только это замолчится, повторится. Как только эта тема замолчится, это обязательно над нами повторится. Мы должны об этом думать, а не о том, что сейчас с нами что-то конкретно случится. Мы должны это понимать. И я думаю, мы это понимаем. И мы обязательно придем к тому, что мы будем защищать единым гражданским фронтом, мирными путем, Сережа Нечаев, мирными уничтожать врагов, мирными способами. Законными способами, только так. А дрон, который я с удовольствием желаю, чтобы был послан к Путину и к Кадырову. Хотя до Кадырова там еще и Патрушев есть, и Степашин есть, еще много кому. Я бы посоветовал Майку Помпео послать дрон. Я это предложил только лишь потому, что американцы такую программу имеют. И этот акт справедливости, он должен быть. Человечество находится под угрозой, пока существует вот этот преступный ФСБшный, ГРУшный режим. Фашистский режим. Сережа Нечаев, тебя будут уничтожать. Морально, физически не будут. Морально, политически и информационно. Не бойся ты так. Но если мы докажем, что ты причастен к убийству Хангашвили и Исраилова, Умара в Вене, где ты тогда был послом или через полгода был назначен послом и вокруг вертелся.
то, конечно, мы тебя будем привлекать к уголовной ответственности. Да, Алмула. Так. Да пойдемте дальше. Фархадлаев. Осло уже 4 дня выходит на митинг в поддержку Беларуси. Отлично, Фархад. Это отлично. Так, популярные блогеры тут собрались. Да, с грузинским ником, который нечитаемым грузинским ником. Для меня, по крайней мере. Да, это все наши друзья. Украинские блогеры, это все наши друзья. Мы со всеми с ними дружим, и слава Богу. Так. Привет, Аслан говорит, Тор, привет. Дамиан Марлей, ассаламу алейкум с Нидерландов, ва алейкум салам. Так, господа, я перемотаю, вы меня извините. Так, давайте я сразу же перейду к тому, что нам напоминает Чинхо. Добро пожаловать в чат, не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити Орти Аслан. Пусть люди узнают правду. Так. Анзорино, Аслан, ты не унижайся перед ними. Запад нас не поддержал во время 2 русско-чеченских войн. Анзорино, я не унижаюсь нисколько. Я добиваюсь справедливости и стучу в дверь до тех пор, пока этот палец не пробьет эту дверь, если ее не открывают. Я нисколько не считаю, что я унижаюсь. Я защищаю, если бы я защищал только свою жизнь, то, может быть, я бы не пошел бы просить. Хотя в этом случае я бы тоже просил бы. Я привык добиваться результатов правовыми методами. Понимаете? Правовыми методами. И по-другому я просто не вижу. Я вижу, кто решает, реально может решить проблему, и действую в соответствии с установленной системой. А система, она есть, она уже сотни лет, сотню лет она уже сформирована и есть. Где-то она как-то меняется в какой-то степени. И я нисколько не считаю, что я унижаюсь. Я знаю, что если они меня уничтожат физически, то это будет не очень хорошо. Не только лично для меня и моей семьи. И здесь главное дело. В жизни, конечно, если бы мне важна была больше моя жизнь, я бы перестал просто это, не начал бы это делать. Поэтому все будет ичкери, да, Алмула. Я буду счастлив умереть на этом пути. Я буду с теми, кем я гордился, которых я считал просто величайшими мужами нашего народа. Я буду с ними в одном ряду, иншаллах, да, Алмула, в этом случае. Но я собираюсь пожить и попортить еще им их благополучную жизнь. Европа только высказывает озабоченность, говорит Айдар Кремлы. Да, есть такое, озабоченные они. Так. Лучший, так, лунный свет. Так, Бакар Иса, Аслан, ада действительно давит на Кадырова. Что вы думаете об их деятельности? Что такое адат? Адат на Кадырова? На Кадырова не давит адат. На Кадырова только может администрация Путина давить. Больше он ничего не может. По поводу от адата я хотел бы, шариата, адата. Знаете, есть разные судебные системы, да, смешанные такие судебные системы. И у нас она была бы идеальна, если бы адаты наши, шариат и международное право мы объединили бы в одном кодексе. Это очень большая работа, ее, конечно, мы обязательно проведем.
Но адат, он обязательно нужен. Он, в принципе, почти идентичен шариату, шариатским нормам, которые есть. Но есть кое-какие там отличия и дополнения с нашей стороны. И на разные отрасли права мы могли бы применять шариат, адат и международное право. Да? Ну, как пример, если взять, например, семейное право, безоговорочно должен заниматься шариат, допустим, да, уголовным правом, да, мог бы заниматься адат и международное право совместно. Это очень долгий такой процесс, который нам обязательно предстоит делать, ну, если мы государство. Так, пойдемте дальше, Так. Зазам Чедешвили, Гамарджоба всем, Гагимарджос. Брат, приветствую тебя. Самодовольный, высокомерный американцы. Анзорино, а ты бы не был? Басмач, Аслан, возможен ли скорый распад России? Возможно все. В этой жизни возможно все. Будет ли он, я не знаю. Я не могу ничего предсказывать. Но это не имеет значения. Если мы не будем прилагать усилий к этому, то этот распад отложится на неопределенное время. И если мы будем все прилагать, казахи, белорусы, все единым порывом, единым фронтом, только так мы можем заставить проснуться самих же русских. Их тоже, у меня, кстати, есть товарищи, друзья, которые смотрят мои эфиры, русские, которые меня поддерживают, с которыми мы дружим. Хоть я иногда и говорю, русский терроризм, русский фашизм, всегда, конечно, объясняю, как я это говорю, но иногда бывает так говорю. И распад, да, он неизбежен. Скоро ли? Не знаю. Территория Марта. Если вы перестанете бороться, то Лукашенко закрутит гайки и будет столько бессмысленных жертв от этого режима. Держитесь и увеличивайте напор на 250%. Диктаторы так просто не прощают свободолюбивых. Территория Марта. Я, территория Марта, с тобой абсолютно согласен. Абсолютно. Надо сейчас добивать этот вопрос. Просто Лукашенко должен уйти. Все, хватит. Лукашенко надо уходить. Так, Тор, Аслан, правда, что Тихановская путинский агент? Я думаю, что они свергли батьку, чтобы поставить более лояльно для Москвы. Я не знаю об этом, Тор. Я слышал, уважаемый Борис Стамахин об этом сказал. Я, конечно, аналитике Бориса очень доверяю. Но в этом смысле я пока ничего не могу своего мнения сказать. Да, я слышал такую версию от Бориса Стамахина. А как, не знаю. Анзорино, американцы не дали чеченским бойцам стингеры, как маджахедам в Афганистане, говорит Анзорино. Да, их не было. Не знаю, давали им их или нет, но их не было. Стингеров особо не было. Грозный Таджахар. Аслан, я удивительно смотрю и наблюдаю за действиями даже самых ярых антиимперских блогеров РФ. Аслан, пожалуйста, прокомментируй тот факт, что Саш Сотник возвысил Тузика до уровня кавказоведа. Я не хочу просто обсуждать этого сказочного и Сотник, он журналист. В принципе, я недоволен тем, что Сотник приглашает Гудкова, генерала ФСБ, который КГБ, которого он очеловечивает очень сильно. А это так, это короче говоря, я считаю, на такое мое возражение я услышал от Сотника, что я журналист, я делаю свою работу. Это, конечно, это так.
Журналист должен общаться со всеми. Ну, еще пока я не могу Сотника обвинить ни в чем. Пока делает работу неплохо. Я надеюсь, не сучится. Так, Хамзат Гилаев, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Хамзат. Машвой. Так, салам маршал Масерга, говорит Дебора, Дейлер, салам маршал Хуль. Дебора, так. Михаил Бондаренко. Уже обратной дороги нет, страха нет, Лукашенко точно не будет. Большая вероятность появления русского мира. Да, не обязательно. Так, Маш Мокшвойль Аслан говорит, Маш Руслан Стариков. Это точно, назад дороги нет. Так, Заира. Так, громкий лайк. Громкий лук, наверное. Или лайк. Аслан, ты знаешь Мусу Ломаева? Хорошо ли относишься к его деятельности? Да, я общался с Мусой Ломаевым, да, я его знаю. У меня есть тут один вопрос к нему об этом на канале Чеченский след, Рязанский сахар. Этот блогер у себя вывешивал, что Ломаев ошибся, когда говорил с украинским одним блогером. Он ошибся в датах. Он сказал, что сперва были взрывы домов, а потом был так называемый поход в Дагестан или спасательная операция, как она на самом деле была. И он сперва сказал, что сперва были взрывы, а потом вот этот поход Басаева, добровольцев, чеченских добровольцев, спасательная операция. На самом деле это, конечно, я кроме как оговоркой назвать не могу, ошибкой элементарной, которых у меня самого бывает полно здесь, при желании можно найти. И найдут, я думаю, мне их предъявят. Но так как бы обвинить Мусу Ломаева в том, что он ведет какую-то подрывную деятельность, из-за этого я, конечно, не могу. Муса ведет неплохую работу. Я не согласен с кое-какими моментами. Мы с ним по телефону обсуждали эти моменты. Он мне обещал перезвонить. Может, перезвонит, и мы с ним продолжим на чем мы остановились, диалог, если ему это интересно. Так, хорошо отношусь к деятельности. Я за то, чтобы мы выходили в эфир и начинали говорить о насущих проблемах наших. И, как говорится, в споре рождается истина. Надо учиться доносить свою правду. И я думаю, он в этом плане будет доносить. Не знаю, как дальше и что будет. Я только начал эту деятельность. Я уже, если честно, отношусь очень аккуратно уже к людям. Потому что не знаешь, откуда ГРУ или ФСБ зашлет тебе своих этих клопов за своего ватника. Поэтому, посмотрим. К Мусе Ломаеву отношусь нормально. К его деятельности отношусь нормально. Поехали дальше. Так, Заир Асан, ты будешь жить долго и счастливо, на зло врагам, и нам на радость. Амин. Вообще, без сомнения, да, Алмула? Так. Так, Ибрагим Х. Ассаламу алейкум, аслам. Удалось пообщаться с Гарри Табахом по поводу политубежища в США? Ва алейкум салам. Нет, я с ним еще не общался. Я думаю, завтра пообщаемся. И с Табахом, и с другими, и с третьими. Ну, на завтра выходной, посмотрим. Все, как говорится, все на понедельник. Так, территория Март. Так, Шулдамаг. Начнется суд Гааги над Россией в связи с битым Боингом. Начался суд в Гааге над Россией в связи с битым Боингом. Вот и у вас вопрос, чеченцы. Вот так мы будем сидеть, ничего не делать. И за 300 убитых
над Боингом, сразу же организовывается суд Гааги. Над 300 тысячами прошло 25 лет. И пока не будет политической воли и нашего упорного требования, этого суда пока не будет. И, кстати, именно из-за того, что я очень сильно, активно говорю про этот суд, распространяю о нем информацию, привлекаю внимание к нашей проблеме, именно из-за этого ФСБ и путинщина меня хотят убить. Других врагов у меня нет. Только фашистская Россия. И они меня сделали врагом. Я бы не был бы врагом России, если бы они меня не сделали. Они упорно на протяжении 25 лет делали меня этим врагом. В конце концов, я стал им и буду до конца своей жизни. Да, Алла. Так. Аргин Безентинов. Русские любят Сталина и ненавидят свободу. Да, да, да. Так, давайте тогда перейдем к белорусским событиям. Сейчас, одну минутку. Так, я вам хотел показать пострадавших в Беларуси после того, смотрите, как их избивают. Вот, вы видите, да, фотографии? У меня здесь на канале здесь есть, и я бы вам сейчас включил бы буквально несколько минут. Как со звуком, скажите, пожалуйста. В передаче власти. США арестовали сотни счетов террористических группировок. Они использовались для пересылки денег Аль-Каиде, Исламскому государству и военному крылу Хамас. А также Хамас, ИГ, ну и, наверное, и Аль-Каида тоже. Это, ну, без России не обошлось однозначно. Министерство юстиции США как со звуком, Ельский скажите? университет. Сейчас, подождите, чтобы опять не получилось, как в прошлый раз. Сейчас я посмотрю, что вы мне пишете. Скажите, как дела со звуком. DQ. Звук отлично. Отлично. Сейчас посмотрим буквально несколько минут. Дискриминации абитуриентов что происходит в по Беларуси? этническому признаку. Дискриминируют, по мнению Минюста, белых и азиатов. В руководстве Еля обвинения считают необоснованными и поспешными. Сверим часы по настоящему времени. Из студии в Вашингтоне вас приветствую я, Олесь Кругляков. В ближайший час подробно о главных событиях пятницы, 14-го часу ночи. К изолятору на улице Окрестина в Минске приехал замминистра МВД Александр Барсуков, который заявил журналистам, что задержанных участников массовых протестов начинают выпускать, причем массово, а никаких издевательств над ними во время пребывания в СИЗО не было. Впрочем, свидетельства самих освобожденных говорят совершенно об обратном. Максим Москальков собрал некоторые интервью с теми, кто вышел из ворот СИЗО. Задержанных на митингах протестующих стали выпускать из минских изоляторов. Людей выводят небольшими группами. Рядом с ИВС дежурят несколько сотен волонтеров, которые помогают освобожденным добраться до дома. На многих синяки и травмы. Люди рассказывают, что их жестоко избивали как при содержании, так и в самом СИЗО. Нормально так избивали. Вот, там просто, наверное, в зависимости от того, ну, насколько накаленная обстановка была. То есть вот, на Сурганова довольно сильно была такая обстановочка, не очень благоприятная. Вот, с нами ловили людей, то есть нас еще не сильно относительно избивали. То есть, ну, меня там в Телеграме подсмотрели, что я писал про ОМОН. То есть они такие: ах, ты такой-сякой, давай меня лупасить, короче, там по спиной, ну, по спине, ходили ногами, тоже по телу, которое лежало в бусике, да. Вот. И других еще ребят находили, кто граффитист был. Вот. Плюс еще медиков, которые были полевые. Кстати, там 3 было. Вот. И еще ребят, которых подозрением на поджог тоже. Их вообще ужасно избивали. То есть стоны слышны были, ну, практически до утра, когда нас сюда привезли.
сразу нас, по-моему, сюда же и привезли, загрузили в камеру для прогулок, наверное, или как они ее называют. Там асфальт, бетон везде, открытая крыша. Нас раздели догола, 6 часов мы стояли на коленях. Вот так вот мы стояли. Голые 6 часов. И два ведра холодной воды на нас слили. 6 часов ночью мы стояли вот так вот на коленях. Малейшее движение сразу заходили либо ОМОН, либо мы не смотрели, мы не могли поднять голову, посмотреть, кто это вообще. И сразу начинались либо руками, либо дубинками дубасить. Многие задержанные настолько сильно избиты, что не могут сами идти. На выходе из изолятора дежурят медики, некоторых увозит скорая помощь. Задерживали всех, били всех, девушек, парней, детей, там, по 15, по 14, по 13 лет. Были мужчины, 70 лет, самый этот, дедушка, самый большой возраст, который с нами сидел. Задерживали полностью всех. Будь этот с магазина просто вышел, посмотрел, тебя забрали. Если есть повязка, то есть тебя по-любому заберут. Люди жалуются на нечеловеческие условия содержания в СИЗО. Их практически не кормили и не выпускали в туалет. Камера вообще предназначена на 5 человек, но нас было вот изначально 25, и потом там убирали там по 5, добавляли, вот так вот, конвейер, можно так сказать. Ты просто целую ночь слышишь, как здесь просто бьют людей на улице. Одна из освобожденных – врач скорой помощи Анастасия, которую задержали на акции протеста медиков. Первые сутки мы стояли на улице, вы знаете, дворики для выгула людей, да, заключенных, где вот крыша такая сеточкой и стены бетонные. И там нас не кормили, воды нам не давали. Первая вода была через 15 часов, которой мы требовались, я просто со скандалом истерикой. Туалет это был дырка от люка под камерой прямо. И, естественно, все видели, то есть эти, которые ходили, издевались, охранники над нами, говорили, что никаких вам не будет там ни медицинской помощи, ничего. То есть сейчас кинем, говорят, просто вас гранату и все закончится на этом. Массовое освобождение участников протеста стало происходить после того, как глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился перед мирными людьми, попавшими под раздачу. А замминистра внутренних дел Александр Барсуков приехал в ЦИП на Окрестино и заявил, что никаких издевательств над задержанными якобы не было, и людей в тюрьме никто не бил. Издевательств никаких не было? Вообще никаких издевательств нет. Это очень примечательно, что глава, организатор этих всех избиений, по приказу, конечно же, президента Беларуси, извинился, и это говорит о том, что оказано очень сильное давление. И белорусам нужно развивать успех в обязательном порядке. Я столько переговорил. Били конкретно в этом бусе ОМОНовцы, 10 штук меня били, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. В тазаке меня 2 били. 3 стояло и 2 било. Все в крови было. Стены, пол, руки у них тоже были в крови. Эти дубинки. Ужас. Фашистский режим. Сидела 4 суток, причем у меня не было суда. 4 без суда. Без суда, просто. У меня нет никаких протоколов, ничего. Я просто сидела на нарах. При задержании парню, попало, меня не били. Но там мне попало. Сейчас очень тяжело. Я только сейчас оттуда вышла. Я думаю, честно говоря, что я оттуда уже не выйду. У меня сегодня днем была дикая истерика на этот счет. Я думаю, что все, я там буду вешаться как минимум. Или резать вену, что угодно буду делать. Я думаю, что это конец. Как сообщила председатель Верхней палаты парламента страны Наталья Качанова, в течение четверга под обязательство не принимать участие в несанкционированных митингах отпущены более 1000 человек. Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Беларуси все еще остаются задержанными 23 журналиста. Максим Москальков, Антон Золотых, Вашингтон. Освобождение этих людей, конечно, только начало этого процесса. Не все из них оказались на свободе, но в ближайшее время, думаю, таких свидетельств из первых уст будет только больше. И какой эффект на настроение и ситуацию в белорусском обществе они произведут, можно только гадать. Но уж точно этот ход со стороны властей никоим образом не разрядил обстановку. Совершенно наоборот, в пятницу уже с самого утра на улицах городов стали появляться новые цепи солидарности. Кроме того, началась забастовка на целом ряде крупных предприятий страны, а их рабочие также вышли и присоединились к уличным протестам. То, что сейчас происходит в центре Минска, а конкретно на площади Независимости у Дома правительства, можно смело назвать крупнейшей массовой акцией времен Александра Лукашенко. И за свидетельством я обращусь к нашему корреспонденту настоящего времени в Беларуси Роману Васюковичу. Роман, добрый день. Что ты видишь сейчас? Расскажи.
Тысячи людей на улицах белорусской столицы сейчас находятся или продолжают подходить к площади Независимости, к Дому правительства. Сегодня утром еще на площадях, на проспектах Минска стали выстраиваться цепи против насилия, против милицейского насилия. Это была одна из главных требований. Позже забастовали рабочие Минского тракторного завода, на встречу к которым приехали высшие представители власти, но которые настаивали на разговоре с закрытыми дверями, я имею в виду, не хотели пускать журналистов. Рабочие отказались на такой диалог, вышли за проходную завода и мирным шествием направились в центр города в сторону площади Независимости, где сейчас часть из них и остается. Ну и, соответственно, к этому шествию присоединялись и другие белорусы, которые пришли на площадь Независимости. Главная цель, главное требование одно из – это перевыборы без Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, и не только их, а всех задержанных за последние 5 суток. И вот это главные требования белорусов на сегодняшний день. Там около Дома правительства сейчас выстроена цепь из сотрудников внутренних войск специального Тихановского, за которую они голосовали. Рома, но, к сожалению, те кадры, которые мы сейчас видим, сопровождающие твой комментарий, это не сегодняшняя картинка, поскольку сейчас мы видим, скорее всего, запись тех брутальных задержаний и массовых столкновений, которые происходили в течение недели. Напомню, в Минске сейчас отличная погода, и люди собрались на... Да, сегодня он общался также с чиновниками высшего ранга, и по его словам он прокомментировал забастовку рабочих. Он назвал это тем, что, мол, забастовало всего около 20 человек, хотя, конечно же, это разговор о тысячах рабочих, не только МТЗ, другие региональные предприятия, такие как градообразующие, например, это Нафтан, Белкалий. Работники этого предприятия также требовали от своих руководителей разговора, пояснений, что происходило, почему происходили такие жесткие задержания во всех городах. И это очень возмутило белорусов, когда Александр Лукашенко сказал, что протестует около 20 человек, и, соответственно, на улице Минска вышли около тысячи работников, как только одного Минского тракторного завода. Ты упомянул о том, что сегодня никаких массовых акций, вернее, задержаний со стороны силовиков не предпринимается. Более того, на мой взгляд, есть какая-то налицо новая тактика, когда вместо силовиков на те же предприятия приходят руководители местных администраций. Прав? Я прав? Именно так. Слава богу, задержаний, во всяком случае, сегодня, массовых задержаний сегодня, в том числе, не было. И вот сегодня, конечно, ощущается, что атмосфера совсем иная, нежели чем было эти 5 дней, потому что не удалось поговорить. И на вопрос, готовы ли они простить вот такие действия со стороны милиции и ОМОН, белорусы однозначно говорят, большинство из них однозначно говорит, что нет. Так, давайте перейдем тогда от этих новостей к вашим вопросам. Так, вы здесь ругаетесь, Так. Здесь Грозный это Джахар начал писать нехорошие вещи. Да, шулилда, это вы чего сейчас вообще делаете? Грозный Джахар, перестань такое писать, и не надо это все делать. Я буду банить. Я всех, кто оскорбляет, мне не имеет значения. Все. Сейчас я на время тебя исключил, а потом забаню навсегда. И буду оскорбления. Так же нельзя. Мы же не можем такие вещи говорить. Вы что это себе позволяете? Так. Чеченский след, Рязанский сахар. Лукашенко 26 лет у власти. Много народу пропало за время его правления. Да, Лукашенко далек от святости, и уже пора бы ему, конечно, ответить
за все эти преступления. И было бы очень хорошо, если бы Украина поддержала Беларусь, и Запад поддержал, конечно же, и Россию выкинули бы оттуда. Пойдемте дальше. Так, ну вот хороший комментарий. Территория Март. Фашисты никуда не делись, они эволюционировали до МВД в Беларуси. Совершенно верно. Фашизм был, есть, и он, наверное, еще будет. Так. В Беларуси звезд русский спецназ. Так, Вильпес Инкульта. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Вильпес Машвой. Так, друзья, я перемотаю немножко. Так. Так, лунный свет. Нужно понимать, что за Лукой и его политикой уши Кремля Путин сразу признал неправомерные выборы. Кстати говоря, если он был против Лукашенко, то он бы еще потянул бы или не признавал бы. Так. Выпись инкульта. Так. Фатима Арцую. Аслан, ты самый настоящий мужчина. Дал это бойлон. Дал мокшли лойло. Уно мага. Дякую. Так, как найти? Почему белорусы громко не говорят, что они хотят западный вектор развития? Знаете, еще не сформировались, как найти. Так. Один парень из тюрьмы вышел и рассказал, что они к нему обращались: вы белорусы, то есть не ассоциируют себя с белорусами. Ага, тогда надо твой предыдущий прочитать комментарий. Януа. Я считаю, Януа, что это были не белорусы, это был не белорусский ОМОН. Вполне возможно. Дмитрий Новиченко, я тоже думаю, что это завезенные. Вполне возможно, друзья. Так, и кстати говоря, тогда это получается, он как и этот Янукович убивал своих граждан, да, гарантом которых он был защищать, убивал при помощи русских, теперь батька убивает при помощи русских своих же граждан, которые опять же он должен защищать. Ну, короче, это измена, это предательство, это измена Родины, предательство национальных интересов Беларуси. Это преступник, самый настоящий. Так. ЕНЯ. Всего 1500 ОМОНовцев в Беларуси. А на видео мы видим, что ОМОНа было море. Да, это очень правильное наблюдение. Если на самом деле 1500, то да. Ну, вы правы. ОМОН из России, говорят. Так, Бакара Исай, Аслан, снимай больше видео, дави на Кадырова больше, пожалуйста, у него не так много времени больше, сейчас на него нападают со всех сторон. Ну, кроме Кадырова, знаешь, Бакар Исаев, я об этом много говорил, и в основном все нападки на меня пошли из-за того, что я говорить не только о Кадырове, все время на Кадыров. Кадыров это следствие, нужна причина, из-за чего это происходит. Ну, заменят на лорда, которого сейчас активно пиарят. Передадут от администрации Путина, да, которым сейчас заведует Чеченскую Республику, передадут военным, которые на самом деле больше всего зла натворили на нашей земле, и они считают себя как бы главными, ну, заслуживают, что они заслуживают править вот в этой оккупированной, многострадальной нашей стране.
и военные поставят там, да, Ямадаевых там, оставшихся там, лорда, еще кого-нибудь, этого, как его, Алаудинова, ну и других третьих, вот, если их поставят. Что изменится? Что изменится для нашей страны? Да, в какой-то степени будет моральное удовлетворение тем, когда начнут сносить головы кадыровцам. Ну, кто-то тут, живя в Европе, который пострадал от Кадырова, он получит удовольствие. А их будут сносить. Кадыровские, кадыровцев, вот эти лордовцы, или ямадаевцы, или еще кто-то там третий, будут сносить эти головы, если им удастся сместить Кадырова. А толку от этого, морального удовлетворения, нам нужно не улучшить, и улучшить, конечно, тоже нам нужно, это тоже верно, содержание, условия содержания заключенных. Но мы незаконно заключенные, наша страна незаконно оккупирована. Мы должны требовать, чтобы русские ушли. Вывод войск мы должны требовать. Ведь ничего не изменилось с тех пор, когда мы на митинге требовали в 96-м, 8-м, 9-м, когда 9-м их уже не было, в 2000-м, в каких годах мы проводили митинги и говорили, вывод войск. Мы должны это требовать. И мы будем это требовать. Да, Алмула. И все время говорить, и меня обвиняют, что я там где-то там что-то пытаюсь сделать хорошее для Кадырова. Нет. Надо говорить про взрывы домов в Москве. Надо говорить про 300 тысяч убитых. Что это русские нам принесли. В Украину принесли, в Грузию принесли. В Беларусь сейчас несут. В Казахстан понесут. Без сомнения. Казахи вот сейчас начали более-менее активно сейчас шевелиться. Но это произойдет и с казахами. Вот где корень зла. Корень зла это Лубянка ФСБ и Кремль. Вот где корень зла. Давайте говорить об этом. За это убивают. За это. Ну и так припугнуть тоже убивают. Остальных припугнуть. Убили и там известного кого-нибудь, о ком говорят. Об этом всем стало известно. А все. Остальные там на пару лет притихнут. Эх. Так, пойдемте дальше. Хамзат Гилай, Кадыров это ядовитый плод, надо зрить в корень. Правильно. Так. Бакар Исаев, нам нужна революция, говорит, в Чечне, как в Беларуси. Нет, мы не сможем. Понимаешь? Мы не сможем. Как в Беларуси. В Беларуси только избивать нас будут, расстреливать из пулеметов, из огнеметов, как они это уже делали. Конечно же, это бесполезно. Революция нужна в России. Русские должны проснуться. Нормальные, здоровые, демократические силы должны проснуться. И они должны заявить свое веское слово. Ну, пока русские побаиваются. Но я думаю, сейчас, если Беларусь проснется, то это должно послужить таким триггером. И должны русские проснуться рано или поздно. Ну, для этого нужна еще политическая воля извне. Например, тех же американцев. Пока американцы, ну, процентов на 20-30 делают то, что они могли бы сделать. Или даже еще меньше, чем могли бы делать. Спасибо и на этом, конечно, но этого мало. Ленинский городок. Ассаламу алейкум, брат. Почему в Российской Федерации не вышли так массово, как в Беларуси после победы Путина? Твое мнение. В РФ у людей нет гражданской позиции, рейтинг Путина немногим отличается от Лукашенко. Но в России тоже выходили. Но знаете, в России
они подготовились ко всему этому. Там есть искусственно созданы симулякры. Наверное, в Беларуси они тоже есть. Эти разные Навальные, разные Гудковые, там 3-й, 10-й, которые слили фактически в 2012 году, я помню этот многотысячный, там около 100 тысяч, 150 тысяч по разным оценкам, 120 тысяч людей вышло. И Навальный один из тех, кто слил этот митинг. И дальше его задача сливать эти митинги. Да, говорю плохо про Путина, но не доводит дело до конца, понимаете? Это такой молниеотвод такой. Что когда-то такую же роль сыграл Ельцин. Тоже не дал провести люстрацию, не дал наказать всех КГБшников. Это очень сложный такой процесс, который придется проводить рано или поздно. Над русскими больше работают, мне кажется, чем работали над белорусами. Так, я перемотаю, друзья, то, что вы говорите. Так, у нас осталось там 23 минутки. Так, Чечня не Россия. Если по телеканалам России каждый день будут показывать и говорить про геноцид и преступления, совершенные в Чечне России, вот тогда Россия будет демократическая страна. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. Более того, я буду соблюдать, уважать Россию, когда на ее улицах, в ее столице, не где-нибудь в Бутово, это был позор вообще, когда Кадырова улица назвали в Бутово. Это самая окраина, самая такая окраина из окраин Москвы. На юге Москвы сделали улицу Бутово, улицу Кадырова, Ахмада, в честь Ахмада Кадырова. Это там 3-4 дома, вот эта улица, вообще ни о чем. Кадыров там сделал какой-то там дворик, там детскую площадку и так далее. Но это был такой плевок, показать Кадырову, кто вы такие. Вот. Да, ну как преподносилась улица в Москве, там авторитет там поднять. Но эта улица была в Бутово. Так вот, когда в Москве не в Бутово, а где-нибудь в центральных улицах появится сквер имени Дудаева, улица или проспект имени Джохара Дудаева, вот тогда Россия станет демократической правовой страной. Дудаев хотел для русских и России свободу и демократию, как для всех нас. Ну, русские его убили, подло убили. Кстати говоря, во время переговоров. Как обычно, и Масхадова убили. Вот какая подлость от России исходит. Я только тогда признаю эту Россию нормальной, цивилизованной страной. До тех пор Чечня не Россия, я их признавать не буду. А да, и геноцид, конечно же, нужно будет признать. Но мы должны для этого что-то делать. Мы не должны молчать. Так, файтер Израиль. Если Трампа переизберут вашим лидером, таким как Ахмед Закаев, надо активизировать возможность диалога с американцами. Ой, файтер Израиль, вот в этом мы с тобой не согласимся, мне кажется. Вот в этом я с тобой не соглашусь. Трамп, конечно, много сделал для Израиля. И дай бог, это очень хорошо. Спасибо для ему. Но Трамп не спешит помогать чеченцам. И трамповская администрация не спешит заниматься этим вопросом. Но им придется этим заниматься рано или поздно. Не только чеченским. Вот вообще вот этой борьбой, международной борьбой с русизмом. Рано или поздно мы к этому должны все объединиться. Помните, как была международная борьба против коммунизма? Вот этого зла, абсолютнейшего зла, да, коммунизма. Хотя идея коммунизма, опять же говорю, она прекрасная, да, просто ее в мире нельзя осуществить. И вот пока вот до этого не дойдет наше человечество, да, не поймет, что вот надо всем объединиться, и Германия вместе с американцами, и всех, кто за коммунистов был тогда, считали уже неблагонадежными. Точно так же все, кто говорит с действующей сегодняшней Россией иметь какие-то отношения, это неблагонадежные люди, это опаснейшие люди.
С ними нельзя иметь никаких дел. Вот до этого пока не дойдет, Россия будет дальше применять бубонную чуму, еще чего-то будет применяться. В конце концов, можно ядерный взрыв устроить каким-нибудь сумасшедшим из там Хизбаллы или из какого-нибудь исламского государства. Дадут ему ядерную бомбу, иди взорвись. Он взорвется, скажет, вот, смотрите. И сядет какой-нибудь там сзади с флагом мусульманским, который они пытаются дискредитировать всячески. И скажет, вот мы вам кафирам там и так далее. Вот я тут урвал атомную бомбу и так далее. И они это что-нибудь придумают, без сомнения. Поэтому об этом мы предупреждали здесь. Ничего нового нет. Ничего нового. Дудаев об этом говорил, Масхадов об этом говорил. Все наши лидеры чеченские об этом говорили. Я думаю, придут. Инстинкт самосохранения не может такая цивилизация, как западная цивилизация, которая на самом деле только еще на подъеме своих возможностей. Технологический прорыв, который сейчас делает западная цивилизация, он на десятилетие еще, может быть даже на столетие заряжает вперед мир в целом. Поэтому не может западная цивилизация вот так кануть в лету, не вот так вот из-за какого-то ГБшника, который боится всего и безумно любит деньги, не может погибнуть эта цивилизация. Не верю я. Если она погибнет, и Путин сможет ее уничтожить, это КГБ, ФСБ уничтожить, то я признаю, что да, Путин, оказывается, был не таким же окурком, полуокурком, я его признаю. Эх. Межидов Кюри, Череис, Знаменская. Ну, Казахстан скоро станет субъектом России, как мирная, тихая коровушка ждет своей очереди. Межидов Кюри, просто невероятно, неприятно, что ты говоришь, но это правда. Абсолютно. Если казахи ничего сейчас не сделают, как бы ни казалось, вот так все сейчас уйдет. Казахстан. Вообще без сопротивления. Появятся пассионарии, которых быстренько пересажают и поубивают. Так, пойдемте дальше. Лунный свет. Борис Тамахин в Украине на улице Джохара Дудаева. Я сегодня смотрел его ролик в Ютубе. О, отлично. Отлично. Парни, не ссорьтесь в эфире. Кто тут опять ссорится? Я это все не читал и не буду. Так, чеченский след. Так, Файтер Израиль. Трамп вчера помирил Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Мирный договор благодаря Трампу. Ближний Восток благодаря Трампу станет другим. Он будет на втором сроке добивать русских. Эх, Файтер Израиль, эх, вот это твое последнее. Почему же он на первом их так не добивает? А то, что объединил Арабские Эмираты и Израиль, мирный договор, благодаря это отлично, просто отлично. Арабскому миру хватит перестать не признавать очевидное и отказывать Израилю в праве на существование. Израиль, как и чеченцы, как и любые люди на земле, имеют право на свой клочок земли и иметь свое государство. Я думаю, Израиль будет нам помогать. Хотя в Израиле полно ватников, но я думаю, многие евреи нам помогали и будут помогать. Потому что мы очень схожи в понимании, да и в перенесенном горе и страдании тоже. Дай Бог, чтобы все было хорошо у Израиля. Ну и у Ичкерии, конечно же. Так, Шарали Азиев. Ассаламу алейкум, Аслам. Были времена, когда русских меняли хуторами на гончую собаку. А ты думаешь, русским нужна демократия? Русские не могут без рабства, без барина. Ва алейкум салам, Шарали Азиев. Я читаю твои комментарии, Шарали. Ты очередной раз прав. Удивай. Удивай.
Вот вы вот эту правду рубите мне тут, а вы думаете, мне приятно? То ты мне сейчас скажешь, то до тебя там говорят. Ну, перестаньте, боже, да. Асамбек Тутаев, как ты думаешь, не салют ли Белоруссию в пользу России? Думаю, может и салют. Может и салют. Евгений, так или иначе, по-моему, вам не помешает наводить мосты в американской политике. Вас там просто нет, а вот та же РФ присутствует и еще как присутствует. Евгений, я абсолютно не спорю, конечно же. Конечно. Надо наводить, давайте наводить. Давайте, я только за. Я вот всячески пытаюсь наводить. У меня я вот сейчас вам продемонстрирую, не буду сейчас камеру делать. Сейчас, одну минутку. Я вам продемонстрирую. Если вы увидите, конечно, постараюсь вам показать. Навожу ли я? Навожу ли я? Вот что у меня на стене висит. Конечно, навожу. Да я считаю, кроме Америки, урезонить эту Россию никто не может. Даже при Трампе, смотрите, что сделано. Даже при Трампе, которого там обвиняют во всех смертных грехах. Хотя Трамп иногда с одной крайности в другую перескакивает. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, давайте дальше. Тогда и курды должны иметь право на землю, говорит Драгун Драгунович. Абсолютно с тобой согласен, Драгун Драгунович. Абсолютно. Курды имеют полное право на свое государство. Так, Moonlight, Турция, славянские страны, надо объединить силы. Так. Руслан Абудов, салам алейкум, ассалам алейкум салам. У Трампа есть балансирующие все его начинания, другие ветры и так далее. Так, господа, у нас осталось 10 минут, и я не могу пропустить эту тему по взрывам домов. Наша постоянная тема. Давайте сейчас перейдем, и я как раз тут нашел этот момент, где устроит террор, говорит мент Лужку. Когда взрывы домов в 99 году. Давайте перейдем к нашей этой рубрике «Взрывы домов». В 99 году. Давайте я чуть-чуть добавлю звук и... Внимание! Всю диаспору. Ну, если вы только разрешите, я, конечно, террор на улице поведу. Вы слышали, что он сказал? Нужно принимать меры. Надо всех, всю диаспору. Ну, если вы только разрешите, я, конечно, террор на улице поведу. Я не понял. Террор он, по-моему, сказал. Всю диаспору. Мэр Москвы обвиняет всех чеченцев. Вот это ли не фашизм? И вот этот мерзавец, его жена здесь в Австрии где-то там ошивается, там, они миллиардеры, он умер недавно, Лужков, он умер. Но этот миллиардер, украв у россиян, у русских денег, живет здесь. И этот террорист находится сейчас на месте взрыва дома, которого взорвали ФСБшники, и проводит всю диаспору чеченскую. В 99 году у нас опять перед выборами президента, перед выборами в Государственную Думу начинают взрываться дома.
И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это, вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Ну, одно из таких прямых доказательств, самых серьезных доказательств, что ФСБ взорвало дома, это попытка подрыва 5-го дома в Рязани. Значит, с 21 на 22 сентября ФСБ пыталась подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали, и по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку, вот, завели уголовное дело с окраской терроризм и начали искать террористов. И буквально через 1,5 дня они их нашли. Задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайло, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ и тут же доложили Патрушеву, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Сахар. А что касается детонатора, то не было там никакого детонатора совершенно. Они купили в магазине там 3 батарейки, патрон охотничий, провода, и все это изготовили гуляш и положили на мешки с сахарным песком. Вот все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Но мы специально принесли. И знаем, что это процессуально оформлено все было, закреплено в документах. Чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. Еще раз повторяю, у нас специальная служба. И в этой службе используются специальные силы и средства на основании закона об оперативно-розыскной деятельности. О чем вы не знаете? И знать, кроме того, что написано в законе о тактических приемах, не должны, поскольку они составляют государство. Вот тогда русские не вышли. Вот тогда русские должны были смести эту власть к чертовой матери. Вы знать не должны, говорит. Мы вас взорвали, на 75 лет засекретили, и вы об этом знать не должны. Ну как можно с этими людьми жить в одной стране? Значит... Вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит: здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь, значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет: Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе,
а написали, что Волгодонский. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Мы всегда с бандитами разговаривали на языке закона, а они с нами по понятиям. Сегодня быстро, решительно, сжав зубы, задушить гадину на корню. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже. То есть все, кто приближается к этой тайне терроризма, которым занимается ФСБ в течение 12 лет на территории Российской Федерации, все люди либо застрелены, либо умерли скоропостижно. То есть я не вижу ни одного живого на территории России, кто бы вот плотно этим занимался. То есть не просто наскоками, а вот именно серьезно этим занимался, требовал и самое главное, кто требовал бы от власти ответа. Ответить на конкретно поставленные вопросы. Что там в Лондоне убивают? Ядерным, сейчас я выключите камеру, я пойду возьму на русском языке книгу. Радиоактивным полонием заражает сотни людей. Я вам сейчас дам на английском. Общественно опасным способом. Это конечно, сейчас терроризм. надо и Самый следы настоящий. Своих преступлений. А кто о преступлениях знал? Аня Политковская знала, что творится в Чечне? Так что вот такие вот дела, друзья. Так, давайте почитаю ваши комментарии, и на этом, я думаю, можно будет заканчивать. Я надеюсь, вы здесь уже больше не ругаетесь. Так. Так, весь Патруша размотал человек, но русский все равно схавали. Да. Что ты про мозг свой? Так, чего вы опять? Ичкери ночью за это и убили. Литвиненко говорит. Все чеченцы, файтер Израиля, все чеченцы террористы, дети, старики. Какими скотами надо быть, чтобы радостно хлопать в ладоши? И от этих слов, а ведь русские хлопали в ладоши и радостно полезли стадом в Ичкерию убивать. Да, самое интересное, самое, что у меня не укладывается в голове, обращаясь к русским, да, на этом, в принципе, в своем обращении можно будет закончить свой стрим, раз так навеяло меня это твое сообщение, файтер. Если бы убили там, других кого-то или по другому поводу вышли убивать нас, но вышли убивать, когда вас же убили. Вас же ваша власть взорвала в 99 году, и вы с таким остервенением, огромное количество доказательств, видео, фото, у нас все имеется. С таким остервенением вы пошли убивать, когда убили вас же, ваша же власть. Я не понимаю, что вы за люди, что вы за народ. Как с вами можно вообще жить в одной стране? Вы в любой момент... Если мы что-то вам сделаем, вы просто уничтожите нас всех. Один из нас кто-то сделает что-то против, вы весь народ уничтожите, как это вы пытались сделать много раз. И даже если вас же ваша власть убивает, но говорит, идите убивайте, вы просто несетесь, сорвавшись с цепи. Никогда мы не будем с вами одной единым целым. В 91 году мы с вами разошлись, в 90-м году мы уже разошлись, в 91-м мы восстановили свой государственный суверенитет, и больше никогда мы с вами не будем. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум, друзья.